Мир искусства широк, как океан. Произведение безупречного искусства поражает всех своей красотой. Оно погружает в загадочный мир искусства. В жизни каждый находит свой путь к работе. Когда художник совершенен в своей профессии, формы, составленные из простых изображений, становятся шедевром в его руках. У каждого свой взгляд, подход к искусству. Каждый, кто входит в мир искусства, находится на пути к творческому совершенству. А к совершенству нет предела. В этих произведениях описывается чистота сердца туркменского народа. На этой выставке представлены прекрасные работы скульпторов, работы по керамике, а также прекрасные туркменские изысканные ковры ручной работы. Все это можно увидеть на выставке в Музее изобразительных искусств Туркменистана. Среди работ шедевры наших мастеров-наставников. Итак, что мы видим в великолепном масштабном произведении народного артиста Туркменистана Айхана Гаджиева? Работа посвящена процессу создания музыки на инструменте дутар. Уникальная особенность масштабной работы художника Айхана Гаджиева «Творцы туркменского искусства» впечатляет каждого художника, а также любого, кто увидит эту работу. Что мы видим на этой картине? Момент игры на дутаре, человека в тельпеке, красный дон, юноша в национальной одежде, который играет прекрасную музыку. А рядом Яшули, который внимательно слушает исполнение музыки. Это еще и встреча наставник и ученик. Это момент обучения, наставления, передачи мастерства. Прекрасное произведение, которое обладает воспитательным смыслом. Чтобы показать красоту солнечного Туркменистана, художник в своем творчестве делает акцент на желтый цвет и сияние солнца и раскрывает близкую туркменской национальности красоту природы. В дополнение к работам нескольких наших мастеров в нашем Музее изобразительных искусств есть работа Гульназ Розыкуловой. Это прекрасный натюрморт, созданный одним из наших талантливых художников Гульназ Розыкуловой. Туркменистан богат историческими памятниками, на которых регулярно проводятся раскопки. Тема этой работы как раз-таки эти найденные артефакты. Это удачная гармоничная работа, в которой сочетаются кувшины цвета почвы. В целом удачно раскрыта тема истории и культурного наследия. Наличие нескольких именно таких работ повышает интерес к туркменскому искусству у каждого художника, каждого ценителя искусства. В нашей родине каждое время года имеет свою красоту. Среди таких сезонов весна, которая считается повелительницей времен года, является моментом волнения для художников, поэтов и композиторов. Конечно, каждый человек, каждый художник всегда пытается создать новую работу, которая всегда будет интересной. Одним из таких шедевров является «Батхыс» Хезрета Реджепова. Как видите, это произведение показывает всю красоту Батхысского заповедника, одного из красивейших мест Туркменистана. Здесь, в творчестве художника, мы видим весну, распускающиеся цветы, джейраны, которые являются символами туркменской природы. Подобно тому, как красота мирного неба, красоты нашей прекрасной Родины находится в сердце каждого художника, так и в этом произведении «Батхыс», созданном Хезретом Реджеповым, будоражит сердца и душу человека. В работе использованы масляные краски – красный, зеленый, синий, а также желтый, коричневый, которые характерны для туркменской природы. Каждый джейран имеет свое значение, свое движение. Художник выражает богатство туркменской природы, показывая эти явления. Как мы увидели в этой работе, красота прекрасных гор и холмов, прекрасный воздух этого источника характерны для прекрасной нашей земли.
Словом, главная тема произведения — весна на туркменской земле. Одна из самых красивых работ, которые мы видели, это работа народного артиста Туркменистана Иззата Галыджева, на которой запечатлен момент игры на гыджаке в исполнении народного артиста Туркменистана Аннагильды Джулгаева. Как видите, в этом произведении и настроение, и музыка навеяны весной, цветущими деревьями. Художник Иззат Галыджев описывает процесс создания красоты в своем замечательном произведении, посвященном народному артисту Туркменистана Аннагильды Джулгаеву. Сколько бы лет ни прошло, произведение не утратило своего блеска, своей мелодии, тона и до сих пор оказывает огромное влияние на нашу взыскательную публику. Среди таких великолепных работ «Цветы ириса» Евгения Адамова, которые, как мы уже увидели, представляют собой образ цветов, созданный на основе таких красивых желтых, красных, розовых и оранжевых цветов, как эти весенние красавцы ирисы. Глядя на эти цветы, одно из произведений, напоминающих юность, жизнь человека. Потому что цветы всегда были друзьями человека, свидетельством радости в прекрасные моменты. Наличие этой красивой работы, напоминающей об этих вещах, сочетание ярких цветов в работе и сбалансированность всей работы, конечно же, ее еще более ставит красочной в наших глазах. В своих произведениях наши художники отражают повседневную жизнь наших соотечественников, занятых разными видами деятельности. Как мы видели, замечательная работа Тамары Киселевой, одного из наших мастеров живописи, посвящена пастухам. В нем изображены образ собаки Алабая, а также пастуха, пасущего свой скот с пастушьим посохом. В этом произведении нарисовано зеленое пастбище. Мы видим верность Алабая собаки своему хозяину. Работа отражает в себе легкий, красивый, солнечный и весенний воздух, образуя гармонию. В своем творчестве художник не только рисует эту картину, но и раскрывает черты лица человека. Использованы многие оттенки зеленого. Наличие не только картин, но и скульптур в нашем музее изобразительных искусств, конечно, свидетельствует о том, что туркменское искусство развивается по всем направлениям. Вот замечательная работа, созданная Полатом Мамиевым, преподавателем кафедры скульптуры Государственной академии художеств Туркменистана. Вот скульптура народного художника Туркменистана, композитора Нуры Халмамедова. Как мы видим, на статуе Нуры Халмамедов думает о новом музыкальном инструменте, чтобы туркменская музыка всегда могла быть универсальна. Мы видим образ композитора с двумя голубями на правом плече. Здесь же листья тутового дерева, тутовое дерево, из которого создают дутар. Уникальный смысл работы в этом великолепном произведении скульптора Полата Мамиева, посвященном этому композитору Нуры Халмамедову, состоит в том, что у будущих поколений появятся более широкие представления о Нуры Халмамедове, широкие возможности для более детального изучения его музыки. Мы надеемся, что она оставит неизгладимое впечатление и след в туркменской культуре и искусстве. Сегодня керамика пользуется в быту. Этим направлением занимаются и в Государственной академии художеств Туркменистана. Например, в этой работе автора Хезрета Аннагильдиева, преподавателя Академии художеств Туркменистана, изображен момент шагающих верблюдов, колорит каракумов, исполненный здесь на современной основе. Здесь, как видите, люди, отдыхающие в каракумах, белая юрта, и верблюды, которые являются неотъемлемым атрибутом картины каракумов. Зеленеющий саксаул. Верблюды создают колоритную объемную картину. Автору Хезрету Аннагильдиеву удалось передать настроение каракумов. Также мы видим здесь кеджибе, выполненную с использованием колоритных национальных узоров. Это одна из самых красивых керамических работ, которые мы когда-либо видели, от автора Дурды Кулиева, преподавателя Туркменского государственного института культуры. В этой замечательной работе Кулиева мы видим тоже каракумы. Это не просто работа, это светильник. Керамика давно вышла за пределы изделий быта и кухни. Из керамики создают декоративные предметы, преображающие пространство вокруг нас. И вот эта лампа могла бы стать украшением любого пространства.